Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике постепенно стабилизируется, и многие предприятия переходят на привычный режим работы. В начале этой недели свою работу с клиентами возобновили кассы по приему платежей «Энергосбыт». С понедельника открыты 7 из 13 пунктов приема платежей. В ближайшие дни откроются и все оставшиеся. Работает Центр обслуживания потребителей на Федора Попова, 21. Он работает тоже по своему обычному графику, и также у нас там реализована возможность предварительной записи на обслуживание. Запись возможна как для приема платежей, так и для заключения договора и для подачи заявки на техническое обслуживание. И записаться можно за 21 рабочий день. У нас работают мобильные выездные кассы. Они работают в Табаге, в Тулагино, в Кангаласах и в Магане. Графики работы этих касс мы публикуем на сайте ПАО ДЭК, и также там можно найти режим работы наших других пунктов приема платежей. Но для того, чтобы оплатить электроэнергию или подать заявку на подключение, вовсе не обязательно идти в кассу или центр обслуживания потребителей. Для этого можно воспользоваться электронными сервисами предприятия. Прежде всего, наш сайт. Мы отсылаем потребителей и на сайт Якутскэнерго, и на сайт Дальневосточной энергетической компании Республики Саха-Якутия Якутскэнергосбыт. Как и на одном, и на другом сайте можно зарегистрироваться в личном кабинете. В личном кабинете можно передавать показания приборов учета, отслеживать историю начислений и, что немаловажно, оплачивать без комиссии. В этом случае средства сразу же зачисляются на ваш лицевой счет, а на вашу электронную почту приходит электронный кассовый чек. Кроме этого, в личном кабинете можно подписаться на электронный платежный документ. Это особенно удобно тем, что этот документ никогда не потеряется, он всегда будет у вас под рукой. Если вы все же решите оплатить услуги через кассу, то пока не стоит забывать о средствах защиты, масках и перчатках. В некоторых пунктах приема платежей, как сообщают работники энергосбыта, после длительного простоя возможны сбои средств электронной регистрации, поэтому операторы могут вести прием в порядке живой очереди. А также в связи с ограничениями работ некоторых платежных систем стоит с собой взять пластиковую банковскую карту или наличные деньги. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск.